организации трудоустройства выпускников, да? Так, со связью, видимо, не очень. Так, и, значит, принимается межведомственный план трудоустройства выпускников 2020 года. В этом плане, еще раз повторяю, я писала в четверг, по-моему, после ВКС Минпросвещения, однозначная установка Министерства, значит, просвещения о том, что это мероприятие будет первоочередным и контролироваться на федеральном уровне трудоустройства каждого из ваших выпускников. Поэтому прошу, значит, организационные, значит, решения, управленческие решения в вашем учреждении лично принять, да, и уже к концу недели ваш ответ в виде письма под подписью руководителя, значит, о принятии мер необходимо направить в министерство. Можно через Центр опережающей профессиональной подготовки. Приказ был подписан 3 июня о создании центров по содействию выпускников в колледжах, да, и срок был обозначен 15 июня. Но так как положение до сих пор типовое не было направлено, то мы вам этот срок до конца этой недели даем. Поэтому прошу это учесть. Итак, значит, я бы хотела сейчас услышать, значит, мнение и вообще как постановку работы отдельных директоров. Значит, тут у нас из Усть-Алданский техникум. Андрей Васильевич на связи? Да, здравствуйте. Слышно, да? Да, слышно хорошо. У вас есть специалист по трудоустройству, и какие планы у вас по трудоустройству ваших выпускников в этом году? Так, у меня вот проценты в этом году, в прошлом году составляют 38%, занятость 100% была. В этом году планируем тоже выйти совместную работу с управлением занятости, комитета занятости в Усть-Алданском УЛУСе. И вот у нас в планах тоже есть отслеживание. Ну, не планы были, а 3 года должны отслеживать. Мы отслеживаем. Но у нас в основном проблема парней забирают в армию. Где-то 40-37% каждый год у нас служат в рядах советской армии. И в этом году мы планируем тоже выйти индивидуальным предпринимателям, с ними конкретно поработать. У нас уже вот создается реестр Усть-Алданского УЛУСа индивидуальных предпринимателей. И мы каждому лично выходим, сколько делаем мониторинг и анализ, сколько человек в этом году и на следующие годы вот по нашим специальностям требуется. Спасибо большое. Значит, специалист у вас, Андрей Васильевич, работает, да, штатное отдельное выделенное? Да. Ну, если честно сказать, вот этот специалист у нас был специалистом отдела кадров, потом вот согласно методической рекомендации мы перевели вот на штат специалиста по трудоустройству, поэтому вот получается двойная нагрузка у него, у специалиста. И кадрами ведаете, значит, да. Ага. Но при этом мастера производственного обучения работают совместно с ним, значит, по каждому своему студенту. Да, мастера и кураторы работают, и отслеживаем 3 года вот, до полного трудоустройства студента, ну, выпускника. Хорошо, спасибо, Андрей Васильевич. Действительно, здесь вот по каждому студенту необходимо будет, значит, проследить до его обеспечения его занятости. Так? У кого-то это случится, вот, допустим, в июне месяце, в июле, да, у кого-то это будет продолжаться до конца года, да, но наша с вами ответственность по каждому выпускнику 2020 года, значит, определить его судьбу на ближайшей перспективе. Так? Значит, Якутский индустриальный педагогический колледж, исполняющий обязанности Марьяна Моисеевна на связи? Да. Да, как у вас структура взаимодействия и трудоустройства? Так, у нас центр таковой по трудоустройству работает уже несколько лет, но там специалистом сидит один человек, но освобожденный.
и поэтому очень плотно работаем с комитетом занятости, ежегодно отслеживаем. Конечно, трудности есть, хотя приносят все договора, только в этом случае, ну, хотя так нельзя, но мы используем такой способ, выдаем дипломы, так что все приносят договора о трудоустройстве. Но в процентном соотношении где-то около 60-62% ежегодно трудоустройства. Это не считая занятость. Так, служба в рядах российской армии 11-13% ежегодно, мальчишек много. Так, по декрету тоже девушки сидят, но в процентном соотношении 4-6%. Так, и учеба. Так, по учебе какие-то года очень высокий процент показывает, до 20%, но какие-то года до 11% тоже снижение идет. Так, и по договорам в прошлом году на проверку мы попались, комитета занятости департамента, что один автодорожном предприятии Нюрбинского улуса не подошел. Была большая разборка, но в конце концов оказалось, что наш студент туда все-таки работает. Не подтвердил, по-моему, директор, а принял на работу специалист отдела кадров. И все-таки его на работу приняли. Так что очень конкретно и индивидуально ведется работа с каждым студентом. В этом году, конечно, показатели не хорошие, надо сказать. Потому что, когда вот пандемия началась, в этот период ушли на практику, где постоянно мы ждали после этой практики трудоустройства хорошее. Но, как мы понимаем, что практика тоже дистанционно велась, и так на работу устроившихся в этом году мало. Предварительно только пока 30% показываем. Это очень низко, почти половина тех показателей, которые были до этого года. Так что сейчас очень конкретно ведется работа, но все-таки, если 50% достигнем в этом году, то это будет такой средний неплохой показатель, я думаю. Спасибо. Спасибо, Марьяна Моисеевна. Действительно, экономическая ситуация и значит, состояние предприятий будут иметь значительную роль в трудоустройстве наших с вами выпускников. В этом вопросе я бы сейчас хотела передать слово Владимиру Викторовичу Березовому, МРТК. Как у вас в этом плане ситуация? Владимир Викторович Березовой. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Нургуна Афанасьевна. Ситуация в Мирнинском районе, можно сказать, очень сложная. Не просто сложная, а катастрофически сложная. Наверное, это известно. Это связано с тем, что компания «Алроса» проводит грандиозные сокращения по всем своим площадкам. В этой связи перед нами стоит очень серьезная задача, серьезная проблема, как находить место применения нашим выпускникам. Мы в этом плане будем работать частично, поскольку все-таки какие-то специалисты, в какой-то мере они нужны, поэтому мы будем искать, как их трудоустроить. Кто-то пойдет в армию, кто-то в институты, кто-то в декрет, кто-то еще куда-то. Но мы с себя эти вопросы не снимаем. Мы понимаем, что их надо решать, и будем решать. Вот, пожалуй, то, что я могу ответить на этот вопрос. Спасибо, Владимир Викторович. Значит, ситуация будет, конечно же, в каждом населенном пункте и в отрасли она различная, да? Нам с вами необходимо будет использовать все механизмы, в том числе по продолжению обучения, по значит, предоставлению еще раз возможности получить дополнительные квалификации для того, чтобы трудоустроиться на те вакансии, которые имеются на местах, на предприятиях. Да? Поэтому в этом плане взаимодействие между образовательными организациями необходимо будет, и центрами занятости, может быть, и в других районах, да, в этом плане и предприятиях. Так, в этом плане прошу, значит, отработать.
Ну все, наверное, на этом этот вопрос мы закроем. Значит, поручение до конца недели, значит, направить свои приказы, значит, и планы мероприятий в Центр опережающей профессиональной подготовки. Кто не предоставит, значит, с ними будем отдельно разговаривать. Итак, значит, прошу Нелли Николаевну протокольно зафиксировать. Майя Васильевна, у меня к вам остался вопрос по, значит, участию наших образовательных организаций в летней занятости. Мы уже вторую неделю или третью уже говорим об этом. Насколько продвинулись в этом плане мы? Вот, я несколько раз в группу писала в части того, что юные якутяне сейчас у нас попросили предоставить информацию, кто читает лекцию, да, и по какой теме. Мы несколько раз группу, вот как я ранее говорила, просили, но никакой реакции нет. У нас есть предложение по отснятым роликам, которые мы сделали от ЕКСТ с автодорожным техникумом, их видеоролики как бы отправить сейчас в юным якутянам, а остальные колледжи, как я ранее говорила, хотя бы по одному разу должны выступить. Так что мы ждем информацию. И вот как раз-таки я хотела тоже напомнить, что мы отправляли автоматизированную Google таблицу, в котором как бы для удобства мы будем добавлять определенные вкладки для того, чтобы вы могли оперативно туда заходить и заполнять. На сегодняшний день у нас еще 17 организаций и частично там около 7 организаций еще не предоставили информацию. То есть 7 это частично предоставили информацию, 17 еще вообще не предоставили. Там в этом письме было указано номера телефонов специалистов, которые могут проконсультировать, как их заполнять. Вот, и получается, вот от того, что вы не заполняете данные, то есть у нас нет данных, да, мы не можем приступить, вот как по наставничеству проекты у нас висят, по трудоустройству тому же, да, то есть сколько всего выпускников и так далее. Коллеги, пожалуйста, просьба зайти сегодня и предоставить все материалы. И там вот мы сделали дополнительную вкладку, это для коллег, которые уже заполнили, да, по летней занятости нужно будет тоже оперативно написать фамилия, имя, отчество специалиста и наименование темы. Как пример, я в группу скидывала, сейчас после совещания я продублирую в части, ну, какую таблицу нужно будет заполнять. Уточняющего характера вопрос, Майя Васильевна. В этом плане же они не ограничены, вот, допустим, теми же самыми видеороликами и так далее. Это могут быть прямые эфиры специалистов, там, допустим, директоры и так далее, так? Да, конечно. Мы сегодня еще направим письмо в части, в части проекта «Профессионал», в части того, что ребята у нас снимают ролики, и вот эти ролики могут, например, быть, ну, проектами по профориентации. Вот, и поэтому действительно не ограничивается. Форматы можно разные придумать. Я думаю, если что, звоните, давайте вместе придумывать, какие форматы нам можно сделать. Хорошо. Уважаемые директора, надеюсь, всем понятно. Значит, поручение министра у вас есть, поэтому необходимо его выполнить. Если не используете этот механизм как, значит, профориентационное мероприятие, как площадку, как развитие, да, то, по крайней мере, примите ее как поручение министра и исполните его. Ну, хоть не для галочки, а действительно, чтобы какой-то эффект был, чтобы все школьники республики о вашем учреждении знали. Итак, все, закрываю, значит, первый вопрос и переходим... Нургуль Афанасьевна, можно я скажу? Да. Вот тоже по отправке информации, да? Коллеги, вот протокол от 1 июня ПР-63 по коротким программам, да? Там, оказывается, опечатка, было написано предоставить перечень коротких программ в центр именно по отраслям строительства, дороги и медицина, да, то есть, и получается, тогда нужно, и сейчас нам нужна, получается, информация по каждому учреждению, какие короткие программы у вас существуют. Тоже отправили единицы,
Ну, я думаю, да, это действительно по нашей ошибке, потому что ну, было в протоколе так прописано, да, прошу тоже до конца недели отправить информацию по коротким программам. Все в группу напишу. Спасибо, Майя Васильевна. И вот в развитии вот этой вот темы завтра, значит, будет у заместителя председателя правительства Местникова совещание по развитию коротких программ на базе наших колледжей и техникумов на примере, значит, проектов по строительству, дорожному хозяйству и здравоохранению. К сегодняшнему дню мы выходим на финишную прямую по обучению медицинских сестер, по строительству, да, практически там показатели трудоустройства неплохие, и также продолжаем работу по дорожному хозяйству. При этом, значит, эти методики и подходы необходимо уже не просто апробировать, а транслировать и тиражировать, поэтому переход на дистанционные технологии, на неформальное обучение и так далее, да, самообучение, это необходимо вам всем принять, и поэтому, наверное, Майя Васильевна, вас попрошу провести на этой неделе, значит, семинар, вебинар с объяснением специалистам, как были реализованы, может быть, с выступлениями тех же самых участников этих 3 проектов, да, каким образом, значит, они организовывали обучение по коротким программам и как планируют, значит, развивать внутри своего учреждения, значит, эти новые подходы. Так, при этом даже вот знаю, что отдельные программы уже расширяет Намский техникум, да, то есть он, значит, выходит на реализацию по коротких программ, значит, по водителям, да, на примере тех же самых бетонщиков, да. Поэтому, наверное, вот эти вот подходы необходимо будет, значит, изучить, объяснить, во-первых, людям, да, ну и показать их возможности, каким эффектом они могут выйти. Так, при этом, значит, по всей территории республики, во всех наших образовательных учреждениях должны начать работать постоянно действующие квалификационные, ну, центры, как постоянно действующие аттестационные комиссии по сдаче квалификационных экзаменов. То есть согласно порядку по реализации коротких программ профобучения, значит, любой человек, гражданин, может заняться самообразованием и сдавать квалификационные экзамены в этих аттестационных комиссиях, да, и получать свидетельство о рабочей профессии, да. Поэтому и это необходимо тоже нам в работу взять, и, значит, видеолекции, мастер-классы и так далее в дистанционном формате расширять не только на программах СПО, но и по коротким программам. Так. Спасибо, Майя Васильевна. Значит, переходим ко второму вопросу. Лилия Михайловна, прошу вам слово. Добрый день, коллеги. Значит, на прошлой неделе состоялось, ну, как Афанасьевна отметила, значит, ВКС совещание у Дмитрия Евгеньевича Глушко, где одним из вопросов стал вопрос рассмотрение плана мероприятий к 80-летию профессионально-технического образования в Российской Федерации. И с постановкой данного вопроса выступил Максим Георгиевич Дмитриев, директор Межрегионального института повышения квалификации работников СПО. Говорил, что 19 мая еще был утвержден план мероприятий и сделал несколько рекомендаций для регионов страны. Так, значит, в каждом регионе необходимо назначить координатора всех мероприятий в регионе. До конца этого календарного года должны проходить мероприятия, и, собственно, каждый регион должен тоже разработать свой план мероприятий, а также участвовать в федеральных мероприятиях, связанными с этой юбилейной датой. Так были озвучены рекомендации для регионов участвовать в федеральных проектах. Так планируется проведение российских флешмобов под хэштегами, где лучшие видео и так далее могут быть отобраны и размещены в центральных городах
страны, в том числе в Москве, в метро, в других общественных пространствах и так далее. Также планирует институт направить в регионы уже готовые видеоматериалы, ролики, которые необходимо будет транслировать в регионе, не только в столицах, но и в каждой образовательной организации. Также планируется проведение российского конкурса на лучший арт-объект, где может участником стать профессиональная образовательная организация, положение, номинации, брендбук и так далее будут, методические рекомендации будут доведены, ну, наверное, в ближайшее время, и, соответственно, мы будем оперативно доводить вам всю информацию по юбилейным мероприятиям. И сегодня, значит, принято решение, завтра, значит, совместно с нашим министерством в 12 часов мы приглашаем на ВКС совещание в рамках подготовки к празднованию 80-летия профессионально-технического образования. В 12 часов подключиться на ВКС совещание организационное, президиум Совета директоров среднего профобразования республики. Также мы пригласим представителей Совета ветеранов от студенческих советов. И завтра в 12 часов, уважаемые коллеги, мы ждем также от вас предложения, рекомендации, какие, значит, мероприятия, какие проекты включить в наш региональный план к юбилею профтехобразования. Также дополнительно хотела бы сказать, ну, по профтеху у меня все. Если есть вопросы, ну, наверное, в рабочем порядке будем решать. И завтра Елену Григорьевну прошу организовать участие членов президиума Совета директоров. Ссылки и другие организационные вопросы мы сегодня до конца рабочего дня решим. Также дополнительно хотела бы сказать, что на прошлой неделе, значит, Министерство просвещения довело до нас методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений в управление, значит, профессиональными образовательными организациями. Здесь, ну, данный документ был принят еще в конце прошлого года. По стечению обстоятельств мы его получили сейчас, но, забегая вперед, скажу, что, в принципе, здесь в методических рекомендациях предложена, в принципе, та работа, которая сегодня у нас проводится во многих наших профессиональных образовательных организациях по привлечению работодателей, по привлечению родителей, по привлечению общественных организаций, студенческого самоуправления в управление профессиональной организации. На самом-то деле, согласно методическим рекомендациям, они направлены на модернизацию таких направлений, объектов, как разработка программных документов развития организации, на модернизацию образовательного процесса в части его содержания и реализации образовательных программ, проведение внеурочных мероприятий с привлечением данных субъектов, включая профориентационную деятельность, оснащение материально-технической базы, включая оказание финансовой помощи, поддержки со стороны работодателей и привлечение кадров в педагогические коллективы. Ну и, собственно, механизмами, значит, повышения качества данных направлений работы, деятельности становится привлечение, ну, создание в организациях коллегиальных органов управления, как правило, это наблюдательные советы, попечительские советы, управляющие советы, также заключение договоров о социальном партнерстве, соглашение о государственно-частном партнерстве, заключение договоров целевого обучения, договоров о реализации программ в сетевой форме,
заключение ученических договоров во время производственных практик и так далее. В принципе, вся эта работа во многих учреждениях у нас уже достаточно хорошо и системно поставлена. Мы вот эти методические рекомендации до вас доведем, но в любом случае, значит, какая-то мониторинговая составляющая и оказание методической помощи отдельным организациям остается за нами. Ну и в конце своего выступления хотела бы напомнить, что мы продолжаем наши вебинары. На этой неделе в среду в 11 часов у нас вебинар по лучшим практикам организации дистанционного обучения будет завершающим, и на последнем вебинаре будут совместные выступления педагогических работников Якутского педагогического колледжа и Якутского сельскохозяйственного техникума. Ну и в качестве анонса скажу, что сейчас прорабатываем вопрос подключения к защите выпускных работ, то есть это тоже будут практические материалы, которые необходимы, значит, преподавателям, мастерам, методистам, заместителям ваших управляющих команд. Ну и второй вебинар у нас, третий будет по счету, связанный с новыми подходами в организации образовательной деятельности. Он тоже пройдет традиционно в четверг в 15 часов. Тематика будет IT-решения, используемые в дистанционном обучении. И, соответственно, анонсируя, скажу, что среди экспертов будут у нас представители Казанского техникума информационных технологий и связи, Международный центр компетенций. Также планируется участие Владимира Блинова, Федеральный институт развития образования. Планируется участие представителей Союза WorldSkills Россия. Ну и в качестве, значит, кейсовых решений, значит, по проблемным вопросам данной тематики выступят у нас представители Нюрнбергского медицинского колледжа, команда Якутского финансово-экономического колледжа, ну и команда Центра опережающей профессиональной подготовки. Поэтому приглашаем вас всех к активному участию. Ну и завтра, значит, на совещании по вопросам 80-летия профтехобразования. Спасибо. Спасибо, Лилия Михайловна. Значит, есть у директоров отдельно, значит, вопросы, замечания, предложения? Нету, да, видимо? Тогда завершаем. Так, значит, государственная итоговая аттестация у нас с вами – это первый приоритет на июнь месяц, да, все дипломы мы должны вручить нашим студентам, выпускникам, да, значит, и приемная комиссия 20 числа стартует, значит, прием документов во всех образовательных учреждениях, не на один день позже. Поэтому, значит, попрошу сегодня-завтра все директора самим лично через ваших ответственных секретарей попробовать войти в этот портал электронных услуг и посмотреть, действительно работает либо нет. 2 недели назад, когда я заходила на этот портал, к сожалению, были забиты только данные порядка 10, наверное, по населенным пунктам, да, по остальным, значит, сведений не было. Поэтому возьмите под свой личный контроль, все ли ваши планы приема внесены в этот портал, и не будет ли ограничения, получается, абитуриентов по выбору вашей, во-первых, организации, во-вторых, ваших образовательных программ, в том числе платных и бесплатных. Поэтому, значит, и внесение сведений, в том числе ссылок на уставы, какие-то еще материалы, да, по конкретному образовательному учреждению, это ваши полномочия, поэтому прошу взять под особый контроль и самому лично проверить, значит, работу этого портала. Итак, значит, всех с наступившей недели, плодотворной работы. Так, всем спасибо за участие. До свидания.
До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.